Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». В студии Максим Гоголев. Просыпайтесь, ставьте кофе, приготовьте завтрак и садитесь за телевизор. А мы со своей стороны постараемся сделать ваше утро достаточно интересным. И для начала, конечно же, что больше всего интересует нас, это погода. Начнем с погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы 46-51, днем 40-42. Заречье 46-51, днем -40, -46. Южные Улусы -38, -37, днем ожидается -31, -33. Вилюйские Улусы -46, -51. Днем ожидается -42, -46. Нижнеленские Улусы -46, -49. Днем -41, -46. Западные Улусы -46, -47. Днем же ожидается -40, -44. Колымо-Индигирские Улусы -40, -50. Днем -31, -47. Янские Улусы -41, -44. Днем ожидается -37, -38. Северо-западные Улусы -51, -35. И днем ожидается -33, -52 градуса холода. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха -46 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем ожидается потепление -42, -40 градусов. По приказу Управления образования до 25 января в связи с эпидемиологическими условиями учащиеся с 1 по 11 классы учатся в дистанционном порядке. Ну а далее мы хотели бы поделиться с вами с помощью наших коллег из информационной службы самыми свежими новостями. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Минздрав получил от центра имени Чумакова документы на регистрацию вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по 3 различным технологиям. Михаил Мурашко отметил, что это, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19. Между тем, почти 60% россиян выступили против введения ковид-паспортов. Критики такого документа отмечают, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне, а решение выдавать такие документы они называют дискриминационным. В свою очередь, как показывают результаты исследования, 12% россиян хотят, чтобы ковид-паспорта вводились по всей стране. Среди сограждан в возрасте до 24 лет такую позицию занимают 15% респондентов. Среди сторонников распространения таких документов оказались в основном те, кому по работе приходится ездить по предприятиям, где просят подтвердить отсутствие заболевания. 70% регионов России закончили год с дефицитом бюджета. Это связано с пандемией коронавируса и ростом цен на нефть. Совокупный дефицит бюджета в 762 миллиарда рублей. Это 5% от совокупного объема бюджетных доходов регионов. Самые высокие значения дефицита отмечаются в Кемеровской и Тюменской областях, Удмуртской республике, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан и Архангельской области. Напомним, что федеральный бюджет до 2023 года будет дефицитным. Рост производства сельхозпродукции в России в 2020 году превысил 3%. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, в прошлом году 4 отрасли показали существенный рост в плане импортозамещения. Это производство свинины, птицы, яблок, и рекорд поставили зимние теплицы – свыше 1 миллиона тонн урожая. В 2020 году в стране собрали 133 миллиона тонн зерна. Это второй рекордный урожай за новейшую историю. Виктория
Абрамченко отметила, в этом году власти прогнозируют хорошие показатели. Сбор зерна в России в 2021 году прогнозируется на уровне 131 миллиона тонн. И если говорить о состоянии озимых, оцениваем сегодня как хорошее и удовлетворительное, сообщила вице-премьер. Сегодня отмечается один из самых необычных праздников – Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году, а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключать в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора. Считается, что инициаторами являются студенты. Важно также отметить, что есть еще один день объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря. Он ведет свою историю 70-х годов 20 века, но январский более известен, а потому и отмечается более широко. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами. Благодарим Анастасию и наших коллег из информационной службы. Далее у нас наши новости. И мы повторимся, что сегодня во всем мире отмечается один из самых необычных праздников – Международный день объятий. Он был основан в Соединенных Штатах в 1986 году под названием «Национальный день объятий», а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Так что, дорогие операторы, может быть, сейчас прямо обнимемся? Нет? Ладно, будем держать социальную дистанцию. Ну а вы, наши дорогие телезрители, те, кто смотрит нас, если вы смотрите нас в паре, обязательно обнимите друг друга. А также так отметьте вот этот праздник. Далее, 21 января свой профессиональный праздник, День инженерных войск, отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России. Он установлен указом президента Российской Федерации номер 1370 от 18 сентября 1996 года. Учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Указом президента Российской Федерации номер 549 от 31 мая 2006 года День инженерных войск отмечен как памятный день в Вооруженных силах Российской Федерации. Что ж, также поздравляем. Сегодня свой день рождения отмечает российская актриса театра и кино и телевидения Светлана Ходченкова. Родилась она в Москве в 1983 году, долгое время жила с матерью в городе Железнодорожном. В 16 лет недолго работала в модельном агентстве. Поначалу делать карьеру в кино Светлана не планировала. Никогда об этой профессии не думала. После школы ушла учиться в Институт мировой экономики. Хотела заниматься туризмом и рекламой, говорит она. Потом поступила в Институт Натальи Нестеровой на заочном отделении. Тоже бросила, рассказывает она. Поиск себя завершился для Светланы поступлением на курсы при Щукинском училище. Далее свой день рождения отмечает советский и российский актер театра и кино, продюсер, заслуженный артист и народный артист Российской Федерации Дмитрий Вадимович Харатьян. Родился 21-го в 60-м году в городе Алмалык, Узбекской ССР, в семье преподавателя технического вуза Вадима Михайловича Харатьяна и инженера-строителя Светланы Олеговны. Так что не забудьте поздравить своих кумиров с этим знаменательным днем, с днем рождения. А вы же, наши дорогие телезрители, также можете поздравить и своих близких, и родных, друзей, до кого хотите, в прямом эфире по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62. Мы обязательно зачитаем и поделимся с вами этими поздравлениями. Далее мы переходим к гороскопу. Верить или нет, это дело каждого, но послушайте, стоит. Овнам сегодня стоит подумать о завязывании новых деловых контактов, поиске более выгодных предложений. Вспомните о старых связях, они могут оказаться для вас полезными. Это прекрасное время для общения с маленькими детьми. Тельцы. Если вы сами не создадите себе проблем, то день пройдет успешно. Вечер годится для наведения порядка в семейном архиве, систематизации старых документов. В конце дня поберегите здоровье, ваш организм будет особенно восприимчив к инфекциям.
Близнецам данный период может подарить новые интересные перспективы. На работе, если начнете медлить с принятием решения или попросту расслабитесь, упустите время. В этот день воздержитесь от обсуждения или осуждения кого-либо. Это не останется в тайне и вызовет ответную реакцию. У раков особых переворотов в делах не предвидится. Любые серьезные перегрузки и стрессы могут негативно отразиться на состоянии вашего здоровья. Больше времени проводите в кругу единомышленников. Общение с ними может принести неожиданную ощутимую пользу. Львы. На работе все спокойно, если не будете хвататься за все сразу. Это хорошее время для поиска единомышленников, общения в группах и сообществах, в социальных сетях интернета. Вечером можно уделить внимание своему здоровью и избегать любых излишеств. Девы сейчас полны сил и энтузиазма. Если у вас возникнут интересные идеи, не делитесь ими с окружающими. Завистники попытаются вставить вам палки в колеса. Расположение звезд в этот день чревато появлением у вас новых черт характера, в частности, чрезмерной азартности. Осторожнее, есть риск проиграть или проспорить деньги. Весы. Даже если на работе вас что-то не устраивает, то сейчас не самое удачное время для серьезных перемен. Возможно, некоторая напряженность в отношениях с окружающими. Не начинайте важных дел, не участвуйте в конфликтах. Займитесь тем, что у вас хорошо получается или просто доставляет вам удовольствие. Скорпионы на этот день могут планировать самые важные и сложные дела. Благоприятное расположение звезд будет способствовать успеху. К вам могут обратиться за помощью в урегулировании какого-то щепетильного вопроса. Вы будете на высоте и сможете проявить качество дипломата и миротворца, что в дальнейшем окажется вам весьма на руку. У стрельцов в этот день ожидаются незапланированные расходы, поэтому шопинг вам противопоказан. Зато день удачен для построения и обсуждения долгосрочных планов. Сегодня рекомендуется сосредоточить внимание на решении хозяйственных вопросов. Общение с друзьями отложите на некоторое время, так как возможны конфликты. Козерогам захочется свернуть горы, и вы сможете это сделать. Но перед тем, как что-либо предпринять, все хорошее взвесьте. Интуиция способна привести вас к правильному решению, в то время как советы окружающих, напротив, могут сбить с верного пути. Возможны конфликты как на работе, так и в семье. Водолеям на данный период лучше всего планировать дела, которые вызывают у вас явный интерес. Работа, которая вам в тягость, все равно не заладится. Сейчас лучше избегать новых знакомств, они могут принести вам неприятности. Не слишком доверяйте новой информации, обязательно ее перепроверяйте. Сегодня мы поговорим на 3 темы, и первая из них – национальный проект образования. Если вам интересно, обязательно не переключайтесь. Вторая тема – ежегодный зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов. Это очень интересно, мне кажется, всем мужчинам нашей республики. И тема следующего разговора о победе в международном арт-фестивале моды и искусства. Тоже достаточно интересно. Далее мы переходим на короткую рекламу. Не переключайтесь. Все для шитья и рукоделия. Блестки, стразы, бисер, фурнитура. При покупке на 3000 рублей дарим дисконтную карту на 15%. Огромный выбор, низкие цены. Магазин «Блеск». Улица Лермонтова, 63. Теперь в формате маркета. Ноутбуктарга сүйбебір хенгадере чепчати. Респект, Джокускай, Ленин Проспеган, Отуталтата. Даже самый простой отдых на диване может быть особенно приятным и выгодным, если вы это делаете на новом диване «Арго». Всего за 16 990. Азбука мебели. Больше, чем мебель. Клиника «Амурмед» оказывает плановую помощь при бесплодии. ЭКО бесплатно по полису ОМС. Клиника «Амурмед» выполняет ПИКСИ, лазерный хетчинг и ПГД на современном оборудовании. Благовещенск. Телефон 315 500. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите, после указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It For. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модница Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Предстоящий уикенд обещает принести на рынок жанровое разнообразие. Зрителям будет предложено сразу несколько проектов, способных заинтересовать различные сегменты публики.
Главную скрипку среди них должен сыграть новый мультфильм от Pixar «Душа». Подробнее о киноафишах этого четверга знакомимся в рубрике «Киноафиша». Я школьный учитель музыки. Представляем вам премьеры этой недели, которые можно посмотреть в кинотеатре «Лена». Казалось, сегодня лучший день моей жизни. Вы когда-нибудь задумывались о том, что именно делает вас вами? Исследовав невероятный мир эмоций в анимационном приключении «Головоломка», Дисней и Pixar приглашают зрителей отправиться в новое захватывающее путешествие и узнать о рождении личности. Я не хочу умирать! Нет! Талантливому пианисту и по совместительству школьному учителю музыки Джо Гарднеру выпадает уникальный шанс выступить в составе легендарной группы в самом знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Но один неверный шаг переносит его с улиц шумного города за пределы нашего мира, в удивительное, незнакомое ему место, где новые человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю. В попытках вернуться к своей привычной жизни Джо приходится объединиться с душой всезнайкой по имени 22, которая никогда не понимала всей притягательности человеческого существования и не стремится попасть в наш мир. Также смотрите сегодня захватывающий триллер «Девушка, подающая надежды» с Кэрри Маллиган в главной роли. 30-летняя женщина начинала свой путь с желания стать врачом, но ей пришлось оставить все, чтобы позаботиться о подруге, пережившей нечто ужасное. Зритель впервые встречает персонажа через 10 лет после произошедшего, но она по-прежнему снова и снова проживает травму, пытаясь найти способ справиться с ней. И этот способ шаг за шагом восстанавливать справедливость и учить мужчин вести себя подобающим образом. Такие обвинения – худший кошмар для любого парня. Девушка, подающая надежды. Доброе утро, мисс Гарсия. В российский прокат выходит романтический триллер «Птица в клетке. Заражение». С момента начала пандемии коронавируса прошло уже 3 года. ковид упрочил свои позиции в Лос-Анджелесе. Самоизоляция стала привычным образом жизни горожан. Из домов выходить строжайше запрещено. Новейшие мобильные приложения позволяют контролировать не только передвижение, но и состояние здоровья всех и каждого. Курьеру Нико повезло чуточку больше, чем прочим его соотечественникам. Он относится к редкой категории людей, у которых успел сформироваться стойкий иммунитет к заразе. Поэтому парень может свободно передвигаться по городу. Когда Нико влюбляется в скромницу Сару, они даже никак не могут свидеться, поскольку любые тактильные контакты строжайше запрещены. А соседка девушки вроде как начинает заболевать. Чем закончится эта история, узнаем уже сегодня. Чистоту и рассудок. Первый зум-хоррор. 100% положительных рецензий. Думали, на самоизоляции вы были в безопасности? Как бы не так. «Астрал Онлайн» — первый хоррор, полностью снятый в Zoom, но от этого не менее пугающий. Он был задуман и создан всего за 12 недель во время пандемии коронавируса. Группа друзей додумывается провести спиритический сеанс в режиме видеоконференции. Внезапно из загробного мира подключается кто-то еще, не слишком благостно настроенный. И вот тогда начинается. Британский сценарист и режиссер Роб Сэвидж обыграл концепцию хоррора «Убрать из друзей», но его находки более удачны. Как результат, имеем отличный ужастик, царапающий зрителя ощущением сопричастности. «Астрал Онлайн». Надо это запатентовать, и ты заработаешь миллионы. Были ли когда-нибудь у вас в ваших разговорах такие фразы? Но я думаю, что хотя бы в шутку да были. Действительно, недостаточно просто придумать что-либо, чтобы это могло принести выгоду. Смотрим сюжет об охране интеллектуальной собственности. Многие из нас когда-либо задумывались о создании своего проекта, разработки и так далее. А кто-то и в действительности вводил свои уникальные идеи в жизнь. Каждый человек является человеком разумным, соответственно, творческим. А раз мы что-то создаем, то, соответственно, то, что мы создаем, должно быть идти на пользу либо нам, либо тех лиц, которые мы считаем своим сообществом. Но также, конечно же, эта польза она может быть коммерциализирована и
монетизирована. Но, соответственно, для этого нам нужно ее охранять. Охранять у нас, соответственно, можно разными путями. Либо самый простой способ – это ноу-хау, то есть коммерческая тайна. Мы никому не рассказываем, но используем. Но при этом риски раскрытия тайны, они ложатся на ваши плечи, и, соответственно, нет никаких гарантий, что утечки информации не произойдет. А второй способ, более уже формальный, это получение охранного документа у государства, а именно у исполнительного органа российской власти по интеллектуальной собственности, Роспатента. Ну и как раз наш центр занимается именно вопросом охраны интеллектуальной собственности на территории Республики Якутия. Какие направления являются основными в нашей республике? Основные направления у нас традиционные. Это у нас добывающая промышленность, сельское хозяйство, это здоровье человека, а также энергетика. Но если говорить про граждан, то тут у нас очень большой разброс, потому что наши граждане, они патентуют то, что им интересно, то, что считают нужным. А что нужно для человека? Это, конечно же, опять же, вопросы здоровья, вопросы питания, ну и, конечно же, экономии энергии. Что делать создателю какого-либо изделия или продукта? Если он хочет именно охранять дизайн, то, соответственно, проще всего, конечно же, охранять нормы авторского права. Просто, например, можно публиковать каталог, где будут все его изделия, с указанием, конечно, названия изделия, год его публикации, конечно же, имя автора. Но либо же можно пойти более гарантированным путем для получения охранного документа, это, конечно же, получение патента на промышленный образец. Консультируем по всем вопросам охраны интеллектуальной собственности. Соответственно, наши консультации, они затрагивают все вопросы, и надо сказать, что они бесплатные. Наш край богат на людей с большим потенциалом. Если ты один из них, не теряй время. Используй новизну своей идеи, реализуй и запатентуй. Максим Гоголев, Илья Жараев. Новый день. Якутск. Да, действительно, дорогой мой зритель идейный, не пропусти свой шанс, и обязательно, если у тебя есть какая-нибудь замечательная идея, не спусти все с рукава, как говорится, да, а обязательно все сделай по слову закона и правильно задокументируй. Следующая тема нашего разговора – это национальный проект образования. У нас в гостях Афанасий Матвеев, исполняющий обязанности руководителя отдела стратегического развития и проектного управления Министерства образования и науки нашей республики. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, вначале давайте немножко истории, да, про этот проект, когда он начался и в какие рамки он входит. Да, разрешите рассказать историю. Это национальные проекты, они начались в 2018 году после майских указов президента страны Владимира Путина. И они начали реализовываться у нас в республике с 2019 года. Как вы знаете, основным приоритетом в стране является развитие человеческого капитала и создание условий для развития. Нацпроект образования, он ставит перед собой глобальная цель – это вхождение России в десятку лучших образовательных систем по общему образованию. Ну, это конечный итог, получается. Да. А в нашей республике вот уже третий год будет, в 2021 году реализуется 10 проектов. Из них 9 это через наше Министерство образования и науки, и один социальная активность проект, он через Министерство молодежи. Если перечислить, это проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Социальные лифты» и «Равные возможности для каждого». Из них 5 проектов имеют соглашение с Минпросвещения, то есть финансирование. В прошедшем году, в 2020 году, общее финансирование составило 1 300 миллионов. Из них более 700 миллионов – это федеральный бюджет, и остальное – это республиканские, местные бюджеты и иные источники. Афанасий, скажите, была ли необходимость этого проекта? Вообще, как зародилась идея? Идея на российском уровне она зародилась в том, что образование – это приоритет государства, это воспитание будущих поколений. Как образованных, так и воспитанных. То есть это то, на чем держится все общество нашей страны. То есть то, как мы сегодня обучаем, воспитываем, подготавливаем к вхождению во взрослую жизнь нынешних детей,
от этого зависит будущее всей страны. И национальные проекты, они направлены именно на создание условий, чтобы дети были готовы к современному миру, так можно так сказать. Да? Допустим, если взять проект «Современная школа», по этому проекту открываются центры точки роста, по которым приходит оборудование для школ, которые обучают по информационным, гуманитарным, технологическим направлениям. Возьмем, допустим, технологическое направление, это по-простому, это бывшие уроки труда. Но сейчас там приходит оборудование, 3D-принтеры, приходят станки современные, да, и это все подкреплено программным обеспечением, на котором дети уже со школьной скамьи готовятся. Ну, вы все знаете, что сейчас у нас появляется очень много новых профессий, которых не было буквально несколько лет назад. Это на стыке двух дисциплин, допустим, да, прикладной и цифровой, допустим. Сейчас мы все знаем, что любая отрасль экономики, она проходит процесс цифровизации, и для этого нужны новые специалисты. А для этого мы должны готовить со школьной скамьи, чтобы дети были к этому готовы. А чтобы обучать детей, педагоги тоже должны иметь соответствующие компетенции. И в рамках нацпроекта это тоже предусмотрено, то есть не только материальная часть, да, но и содержательная. То есть педагог должен быть готов использовать и грамотно преподавать, используя вот это вот оборудование. Те же станки, те же, допустим, там приходят манекены, чтобы дети уже могли оказывать первую медицинскую помощь, допустим, да, чтобы они знали, как использовать, потом, когда они уже станут взрослыми, те же станки, ну, 3D-принтеры, как они могут использовать, да. Это вот только один проект. Потом, допустим, если взять проект «Молодые профессионалы», у нас открылось в прошлом году 15 мастерских на базе 3 колледжей. Это колледж связи, ЯИПК и Покровский колледж. Там тоже мастерские, они направлены на новые профессии. Это разработка мобильных приложений, веб-дизайнер, программирование на новых языках. Но это не только все вот это цифровое, да, но также открываются мастерские по слесарному делу, ремонт автомобилей, потому что это будет всегда востребовано. В рамках школы это все, правильно? Молодые профессионалы — это в рамках среднего профессионального образования, а точки роста, они в школе. И там приоритет делается именно сельским школам и малокомплектным. То есть именно в сельской местности открываются центры точки роста, открывается цифровая образовательная среда. На данный момент у нас открыто 96 точек роста, и в 119 образовательных учреждениях открыта цифровая образовательная среда. С каждым годом эта цифра будет расти. Точек роста будет 425, это почти 70%, больше 70% школ. И цифровая образовательная среда будет открыта в 405 школах, это тоже около 70%. То есть охват будет большой до 2024 года. Да. А система образования, она сама меняется или нет? Да, это в глобальном, как вот она выстроена, да, структура, она не меняется. Она меняется, она модернизируется и совершенствуется. Как я уже говорил, она модернизируется технически, благодаря тому оборудованию, которое мы получаем, и модернизируется содержательно. То есть путем повышения компетенций, профессионализма педагогов. И третье направление, она совершенствуется с точки зрения управления всей системы. То есть будут совершенствоваться подходы, как управлять, да, более современные, более мобильные методы управления. Будет прямая связь, да, со всеми, грубо говоря. Да, и сейчас вот, если раньше нацпроекты они были запланированы до 2024 года, то этим летом принят новый указ президента нашей страны в июле, и согласно которому все национальные проекты они продлеваются до 2030 года. То есть это нас тоже радует, это все будет продолжаться. А в 2021 году что ожидается? В 2021 году, да, если коротко и количественно, да, сказать, у нас откроется 111 точек роста во всех районах сельской местности. В
в городе, только в пригородах, ну, маленьких, да, поселениях. У нас откроется 119 центров цифровая образовательная среда. Это тоже оснащение компьютером, компьютерной техникой, программным обеспечением. У нас откроется 28 мастерских в колледжах. У нас откроется IT-клуб. Это центр цифрового образования детей в городе Якутске. Тоже уклон, да, будет на IT? Да. В 2020 году был открыт в Нюрбе, сейчас открывается в городе Якутске. У нас будет проведен ремонт и оснащение спортивным оборудованием 52 спортивных школ, тоже в сельской местности. Как вы видите, в основном приоритет в сельской местности, чтобы сравнять тот дисбаланс, который есть. Ну да, потому что в городе, да, действительно, да, у детей много условия. секций, да, вот всего. Тут есть условия, как по дополнительному образованию, так и по спортивным, да, каким-то направлениям. Есть желание, есть возможность, можно хоть чему угодно обучиться, а в селах, конечно же. И одним из крупных объектов нацпроекта в этом году станет открытие регионального центра поддержки одаренных детей на базе Малой академии наук. Это в селе Актемцы Хангаласского улуса, там открывается в сентябре 2021 года, запланировано открытие. Это именно работа с талантливой одаренной молодежью, с детьми. Направление какое будет? Там в основном будет научное направление. Это участие научно-исследовательской деятельности, тоже со школы, да, участие в олимпиадах всероссийского, международного уровня и работа такая вот по направлению научно-практической. Ну вот коваться ученые. Да. Отлично. Ну, не только ученые, но в общем, востребованные люди должны. Да, не только ученая, да, сфера какая-то, да, ну и в принципе приложение, да, что было. Что ж, Афанасий, большое спасибо, что пришли к нам в студию. У вас очень большая работа, на самом деле, да. Я желаю успехов в этой работе, чтобы одаренные дети, да и не только одаренные, все дети, да, все дети могли иметь возможность развиваться. Спасибо. Спасибо. Мы переходим на короткую рекламу. Не переключайтесь. Впервые в Якутске стильные роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It For. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите. После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Даже самый простой отдых на диване может быть особенно приятным и выгодным, если вы это делаете на новом диване Арго. Всего за 16 990. Азбука мебели. Больше, чем мебель. Ноутбуктарга сүйбе біргенге дере чепчати. Респект, Жокускай, Ленин проспеган отут алтата. Далее хотим передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Минздрав получил от центра имени Чумакова документы на регистрацию вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по 3 различным технологиям. Михаил Мурашко отметил, что это, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19. Между тем, почти 60% россиян выступили против введения ковид-паспортов. Критики такого документа отмечают, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне, а решение выдавать такие документы они называют дискриминационным. В свою очередь, как показывают результаты исследования, 12% россиян хотят, чтобы ковид-паспорта вводились по всей стране. Среди сограждан в возрасте до 24 лет такую позицию занимают 15% респондентов. Среди сторонников распространения таких документов оказались в основном те, кому по работе приходится ездить по предприятиям, где просят подтвердить отсутствие заболевания.
70% регионов России закончили год с дефицитом бюджета. Это связано с пандемией коронавируса и ростом цен на нефть. Совокупный дефицит бюджета в 762 миллиарда рублей. Это 5% от совокупного объема бюджетных доходов регионов. Самые высокие значения дефицита отмечаются в Кемеровской и Тюменской областях, Удмуртской республике, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан и Архангельской области. Напомним, что федеральный бюджет до 2023 года будет дефицитным. Рост производства сельхозпродукции в России в 2020 году превысил 3%. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, в прошлом году 4 отрасли показали существенный рост в плане импортозамещения. Это производство свинины, птицы, яблок, и рекорд поставили зимние теплицы – свыше 1 миллиона тонн урожая. В 2020 году в стране собрали 133 миллиона тонн зерна. Это второй рекордный урожай за новейшую историю. Виктория Абрамченко отметила, в этом году власти прогнозируют хорошие показатели. Сбор зерна в России в 2021 году прогнозируется на уровне 131 миллиона тонн. И если говорить о состоянии озимых, оцениваем сегодня как хорошее и удовлетворительное, сообщила вице-премьер. Сегодня отмечается один из самых необычных праздников – Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году, а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключать в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора. Считается, что инициаторами являются студенты. Важно также отметить, что есть еще один день объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря. Он ведет свою историю 70-х годов 20 века, но январский более известен, а потому и отмечается более широко. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами. Мужики, сейчас мы поговорим на очень важную тему. От разговора, например, с этим специалистом мы узнаем, какая же квота, сколько же квот выделится на добычу и на наше очень любимое занятие – это охота. В общем, тема разговора – ежегодный зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов. И у нас в гостях на эту тему поговорим с Иннокентием Слепцовым, начальником управления по охране, регулированию и воспроизводству объектов животного мира Дирекции биологических ресурсов Минэкологии нашей республики. Иннокентий, доброе утро. Доброе утро. Как у вас настроение? Настроение очень хорошее. Отлично. Первый вопрос. Как ведется учет охотничьих ресурсов? Сколько длится учет? Государственный мониторинг охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета проводится ежегодно с 1 января. И полевые работы длятся 1,5 месяца. Получается, если простыми словами сказать, что такое зимний маршрутный учет, это учетные работы, Учет проводится в охотничьих угодьях путем учета следов зверей на снегу. А вообще как это происходит? Происходит таким образом. Есть определенная категория охотничьих угодий. У нас делится на общедоступные охотничьи угодья, на особо охраняемые природные территории и на закрепленные охотничьи угодья. На первых двух, это на общедоступных охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях, учетные работы проводят госинспектора дирекции биоресурсов. На закрепленных охотничьих угодьях учетные работы проводят юридические лица и индивидуальные предприниматели, за которыми закреплены те или иные угодья. Учетчик выходит в лес и в 2 дня проводит учетные работы. Первый день делает затирки следов
и на второй день, через сутки, уже учитывает пересечение новых следов на маршруте. Скажите, почему именно в это время? Ну, во-первых, учет проводится после промысла, поэтому как бы основное требование. И пока еще, так сказать, снег стабильный, не растаял. Угу. Ага. Иннокентий, скажите, вы сами охотник? Ну, как и все дети, которые выросли в деревне, да, я с малых лет с дядями, с братьями ходил на охоту, ну и, соответственно, вот и результат, так сказать. Угу. Ну и выбрали профессию, да, около охоты. Да. Ну, я думаю, что есть какая-то у вас, ну, негласный закон, наверное, да, среди сотрудников вашей структуры не охотиться во время работы. Ну, конечно, есть такое. Ну, мы как сотрудники охраны природы, мы не должны, так сказать, пропагандировать там, ну, как так сказать. Ну, вести пропаганду, да, вот браконьерство и так далее. Ну, да, так. Сколько было работ вот именно проведено в прошлом году? Ну, в прошлом году был очень большой объем работы, и всего по республике мы собрали больше 16,5 тысяч ведомостей. То есть, соответственно, 16,5 тысяч ведомостей – это равно 16,5 тысяч учетных маршрутов. Один учетный маршрут, протяженность учетного маршрута по методике от 5 до 15 километров. Ну, это невероятное, просто огромное, да, огромное количество работы. Да, объем работы очень большой, и у нас получается, что госинспектора в этот период практически не вылазят с охотничьих угодий. Какие животные учитываются? Ну, учет проводится по основным видам охотничьих ресурсов. Копытные виды, лось, косуля, кабарга, благородный олень и так далее, да, получается. И, ну, и по пушным видам зверей. Тут на копытных зимний маршрутный учет не распространяется на дикого северного оленя тундровой популяции, потому что в тундре по методике невозможно провести учетные работы. Ну, и заметает, потому что, да? Да, заметает метель, и это, ну, там следы все сразу заметает, получается. Ну и невозможно учесть следов. Ну и по пушным животным, по хищным не проводится, зимний маршрутный учет не проводится по отношению к волку, потому что, ну, у волка суточный ход очень большой, и получается, что недостоверные данные получаются. Угу. Ну, он может пройти 2-3 раза, в общем, да? Да, ну, в среднем, допустим, если у волка суточный ход там 15 километров, там в 2-3 маршрутов можно, учетчик может учесть одного и того же волка, и по результатам получаются завышенные данные. Ну и в конце самый важный вопрос. Какая динамика идет у животных? Ну, динамика, как показывает ежегодный зимний маршрутный учет на основные, ну, ценные виды охотничьих ресурсов, на сегодня динамика стабильная. Ну, по отдельным видам даже есть увеличение численности. То есть, ну, в любом случае, немножко пройдитесь конкретно, по каким животным есть рост, а по каким есть спуск. Ну, к примеру, по косуле у нас наблюдается за последние годы увеличение. Так, например, в 2019 году, если по республике насчитывалось 37 тысяч особей,
в 2020 году больше 40 особей насчитывалось. Также полосью стоит на достаточно стабильном уровне, в районе 120 тысяч животных. Также. Чуть-чуть растет или все же стоит на одном уровне? Видите ли, тут зимний маршрутный учет, он не абсолютный метод учета, и определяет примерное количество животных в республике. А чего меньше становится тогда? Меньше становится? Меньше у нас, тут, так сказать, если серьезный большой спад есть, тут уже можно сказать, что численность животных сократилась, да? А если там численность варьирует там в пределах тысячи особей, 500 особей, тут уже можно сказать, это может быть фактор, определяющий, зависящий от того, каким, от качества проведения самого зимнего маршрутного учета, и, соответственно, от биологии зверей, от погодных условий тоже многое зависит. Тогда, Иннокентий, подводя итоги, да, можно сказать, что с прошлым годом примерные квоты будут одинаковые. Да. Иннокентий, большое спасибо вам за то, что были участниками утренней передачи. Удачи в вашем деле. Удачи. Далее мы переходим на коротенькую рекламу. Не переключайтесь. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It For. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Даже самый простой отдых на диване может быть особенно приятным и выгодным, если вы это делаете на новом диване Арго. Всего за 16 990. Азбука мебели. Больше, чем мебель. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите! После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Ноутбуктарга сүрбе біргенгадере чепчати. Респект, Джокускай, Ленин проспеган отут алтата. Еще раз доброе утро, наши дорогие телезрители. К нам пришло очень приятные сообщения. Уважаемую нашу коллегу, главного администратора Государственного театра юного зрителя нашей республики, заслуженного работника культуры нашей республики Венеру Васильевну Корякину от чистого сердца поздравляем с замечательным юбилеем. Желаем успеха в работе, крепкого здоровья, счастья в личной жизни. Мы вас любим, уважаем, ценим. С наилучшими пожеланиями коллектив театра юного зрителя. Мы также присоединяемся к этим поздравлениям. Далее идем. Сегодня поздравляем с юбилеем сестру из Кобяйска Левину Марину Николаевну. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, успехов. С наилучшими пожеланиями родные из Татинского ВУЗа. И к этому замечательному поздравлению мы тоже присоединяемся. В нашей традиционной рубрике «Пусть мама придет» вы познакомитесь с двумя малышами-братьями, 3-летним Сарелом и 2-летним Сандалом. Мальчики очень активные, любознательные и эмоциональные. Мы надеемся, что они когда-нибудь обретут маму и папу. Это у нас братья Сарел и Сандал. Сарелу 3 года, а Сандалу 2 года. Сарел у нас очень эмоциональный, любознательный мальчик. На занятиях он проявляет активность, предпочитает подвижные игры. Со сверстниками в группе он очень дружелюбен, малышам проявляет заботу, особенно к своему брату Сандалу. Сандал у нас очень ласковый, доброжелательный мальчик. С большим интересом узнает что-то новое, любит играть с машинками, конструктор. Вот, настольные игры тоже любят. Братья все время проводят вместе. Сарел проявляет интерес к занятиям.
Сандал и Сарел очень подвижные и активные мальчики. Братья любят играть в различные игры. Мы очень надеемся, что Сарел и Сандал обретут семью. Убай, где Сандал? И последняя тема нашего разговора – это победа якутского дизайнера на международном арт-фестивале моды и искусства. Вот, собственно, наша победительница Лидия Будищева. Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, поздравляем с этой победой. Спасибо. Расскажите немножко о конкурсе, как проходил? Ага, ну это конкурс, лондонский проект. Ага, естественно, он проходил онлайн. Угу. Ага. Международный, получается? Да, это международный арт-фестиваль. Угу. Там принимали участие не только дизайнеры, там режиссеры, визажисты, модели, певцы, музыканты, короче, все, что... Сфера искусства. Правда? Да, сфера искусства. Вот. И там номинаций довольно много, участников было действительно очень много. Я не думала, что мне что-то мне дадут, честно вот говорю, да. Положив руку на сердце, я вообще думала просто поучаствую у них на сайте так красиво, там это буду висеть и хотя бы так. А как вы услышали об этом конкурсе? Так, об этом конкурсе, естественно, я уже видела. Это ежегодный такой проект, который проходит в Лондоне. Вот. А так как в прошлом году уже все полностью перешли на онлайн, вот Zoom, и поэтому уже на их портале уже было все ясно, что, когда это проводится, в каком. Ну, в принципе, я уже заранее знала, и я уже подала заявочку. Вот. Они сначала смотрят, потому что там есть у них как бы такой человек, который принимает участие, он должен быть уже 5 лет в этой своей сфере, потому что они проверяют через Google, то есть через интернет. Ты им ссылку обязательно, я вот в Фейсбуке сижу 10 лет, ссылку даешь обязательно, они тебе там все смотрят. После этого они у тебя принимают, как бы это, тебе отправляется письмо, что ты разрешаешься. Вот, ага. Я отправила им свою вот последнюю коллекцию амазонки Якутии, вот, видео, фотографии, и, в принципе, это, и даже не стала, как бы, это никому говорить, потому что я действительно боялась, вот, как-то там, потому что я полистала, посмотрела каких-то участников, прогуглила, оказывается, действительно такие известные люди там есть, да, вот, и поэтому даже не стала никому ни о чем говорить, просто у себя в Фейсбуке это я выложила и тихонечко ждала 29 февраля, декабря, 29 декабря, это у них уже, как бы, они уже, у них там свое жюри есть из 13 человек, что-то они там, это нам неизвестно ничего, как, и вот это вот они 29 декабря, это уже все уже нам это выставили. Расскажите немножко про коллекцию, которую показали. Да, это амазонки Якутии. Это действительно моя коллекция, которую я сделала для своей юбилейной выставки. Вот, это уже так, в прошлом году, то есть в 2019 году, в ноябре, я делала выставку свою юбилейную в ДК Кулаковского. И специально я шила для своей юбилейной выставки себе свои фантазии. Ну вот, все равно, эта коллекция такая... Достаточно интересно. Да, это бисерная вышивка с применением, естественно, меха. Вот, это как бы в моем понятии. Отражение нашего колорита. Да, вот. И вот. Возвращаясь к теме конкурса, да, сколько было конкурсантов в вашей компетенции? Там много было, я даже не видела. С кем-нибудь говорили, общались, познакомились, подружились? Нет, я даже там как бы... Это когда я участвовала, был в октябре другой как бы конкурс, это уже казахского дизайнера, называется Аспара Fashion Week. И там вот в Zoom собирались, там у нас есть общение было. Да, вот все полностью, мы там общались полностью, да, познакомились. До сих пор в WhatsApp у нас группа сохранилась. А в лондонском проекте
там есть, но они же там все на английском говорят. Ага. То есть там нету такого, чтобы нажать перевод. Там чисто все, как бы, я даже... Если владеете языком, то да, еще... я даже не стала, как бы, это... Там, ну, зарегистрировалась, но я там ни с кем, как бы, не общалась. Да. Лидия, вы пришли к нам не с пустыми руками. Да. Расскажите немножко, что перед вами. Так, я принесла, я сегодня сделаю быстренько, это болло-бант. Болло-бант? Да. Очень интересно. Вот, но это то, что я смогла примнуть. Из прямоугольника я сделала, из бархатного, уже заранее сделала такой прямоугольник. Из тесьмы я приготовила такой квадратик. Ага, это я все соединю. Достаточно этнический такой, да? Да. Ага, приступаю. Да, ну и ощущения ваши, когда вот объявили вас победителем, что вы почувствовали? Я, если честно сказать, я сначала подумала, ошиблись, что ли? Но я обрадовалась, в принципе, да. Я, в принципе, не ожидала. Когда человек знает, что он что-то там... Ну, все равно, когда ты участвуешь где-то, все равно я, например, лично всегда смотрю возможности и так далее, все нюансы. После этого я только подаю свои, как бы, документы. А тут оплата небольшая была. Ага, это 100 фунтов стерлинга, это, ну, 10 тысяч. Вот, потому что все вот эти вот мероприятия очень дорогие. Ну да. Оплачиваешь по 15 тысяч, по 20 тысяч, по 25 тысяч. Это только чисто участие вот, онлайн. А что дает победа? Победа что дает? Ну, для меня, я уже как коллекционер не только одежды, но и, видимо, ну, и имя, да? Да, естественно, да, ага, вот. Так. Ну, здорово. А смотрели ли вы вообще других конкурсантов, работу других конкурсантов? Да, смотрела. Смотрела уже на сайте. Приметили, понравилось, возможно? Ну, это же Европа, и у них нет этнической понятия. Вот, и как-то, может быть, для них я как-то дико выгляжу. Ну, как? Возможно. Необычно, экзотично. Да, вот. Ихняя мода, ну, мне она никак не привлекает, потому что это уже все было, то есть это... Чуть-чуть забыла. Вот, это уже все было, и поэтому там... Может, это сильно я как-то хвастаюсь, но, ну, то есть, пред-а-порте мне не нравится. Вот, ну, у нас до конца эфира осталось совсем чуть-чуть. Ничего страшного, если вы не успеваете. Но в любом случае, еще раз назовите ваше изделие. И что это за болло-бант? Это как галстук. Как галстук? Да. Ну, то есть это получается украшение для мужчин? Для мужчин как галстук, он вот так вот затянется. Для меня? Для вас. Отлично, спасибо большое. Ну что ж, дорогие телезрители, да, наш эфир заканчивается уже почти. Еще раз поздравим Лидию с замечательной победой, и мы передаем слово нашим коллегам из якутского блока.